Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Самбат Алмазова. Президент Садыр Джапаров встретился с вице-президентом Азиатского банка развития Ин Миньяном, поздравив его с 30-летием партнерства между банком и страной. Джапаров выразил благодарность АБР за поддержку социально-экономического развития и подчеркнул устойчивый рост экономики Кыргызстана, что создает возможности для реализации инфраструктурных проектов, в частности, Камбаратинской ГЭС-1. Он также отметил важность программы социального жилья «Мой дом 2021-2026». В свою очередь Ин Миньян подтвердил готовность АБР продолжать поддерживать Кыргызстан в гидроэнергетике, климатических инициативах и социальных программах, подчеркнув значимость дальнейшего сотрудничества для улучшения жизни граждан. К концу этого года ВВП на душу населения Кыргызстана составит около $2500, заявил председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров на национальном форуме, посвященном человеческому капиталу и устойчивому развитию. Он подчеркнул важность инвестиций в образование и здравоохранение как ключевых факторов для будущего процветания страны. Джапаров отметил, что в 2023 году ВВП Кыргызстана превысил 1 200 000 000 000 сомов, а в 2024 году ожидается рост до 1 500 000 000 000 сомов. При этом бюджет страны за 3 года утроился. Президентом страны в качестве краеугольного камня всей государственной политики заложена задача трансформации школьного образования. Программа в буквальном смысле называется «Полярная звезда», на кыргызском языке «Алтын казык», потому что обеспечение наших детей крепким фундаментом знаний и навыков, которые им позволят стать и оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся мире, является путеводной звездой всей нашей работы. Центральная избирательная комиссия принимает заявки на удаленное голосование в связи с выборами депутатов местных советов, которые состоятся 17 ноября. Если граждане не могут проголосовать по месту регистрации, они могут голосовать в электронном формате по предварительно поданным заявлениям. По Кыргызстану открыто 27 таких отделений. Центральная избирательная комиссия создает условия для того, чтобы граждане могли проголосовать в день выборов депутатов местных кеңешей, независимо от того, где они находятся. Через сотовый телефон можно зайти на сайт и пройти регистрацию, а именно ввести ин, либо с помощью приложения Тундук и оставить заявку. Они будут приняты 6 ноября, и 17 ноября можно будет голосовать за депутатов местных властей. В дачном поселке Прогресс села Кунту Сокулукского района проживает около 200 человек, приехавших из 7 областей, которые ранее не принимали участие в выборах. Я поддерживаю введение дистанционного голосования, потому что он способствует увеличению явки на выборах. Теперь участвовать в голосовании стало гораздо проще, что позволяет большему количеству таких, как мы, граждан, выразить свою позицию. Дистанционное голосование предоставило возможность гражданам, переехавшим и живущим вблизи столицы из-за миграции, исполнить свой гражданский долг. Я поддерживаю дистанционное голосование. Это шаг к повышению прозрачности и доступности выборов. А теперь каждый гражданин может выразить свою волю, не выходя из дома. Это особенно важно для тех, кто живет в отдельных районах или имеет ограниченные возможности передвижения. Отделы по приему заявлений, открытые в городах 7 областей, работают с 9 до 6. По всем вопросам, связанным с дистанционным голосованием, можно обратиться на горячую линию по номеру 1255. Айкен Муратбекова, Клара Кудайбергенова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй, Сокулукский район. В Бишкеке 5-6 ноября все образовательные учреждения перейдут на онлайн-обучение. Информацию подтвердили в Министерстве образования и науки. По данным ведомства, занятия в вузах, спузах будут проходить онлайн. Напомним, что 6 ноября в столице состоится очередной 11-й саммит Организации тюркских государств.
В работе саммита примут участие главы 5 государств, членов организации – Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также лидеры стран-наблюдателей ОТГ. Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Турубаев посетил обувную фабрику в селе Новопавловка Сокулукского района, которая является первым отечественным производителем обуви, использующим итальянские роботизированные технологии. Фабрика производит до 300 тысяч пар обуви в год, импортируя материалы из России, Италии и Турции, и планирует увеличить мощность до 1 миллиона пар и количество сотрудников до 300 человек. Также началась установка солнечных батарей для стабилизации электроснабжения и получения зеленого сертификата. По итогам визита было принято решение о поддержке компании в расширении экспортных возможностей и переходе на зеленое производство. В Шопукове на фабрике, производящей упаковочную бумагу и картон, прошло совещание с участием заместителя председателя Кабинета министров Бакыта Турубаева. Фабрика, запущенная в 2016 году, имеет мощность 60 тонн бумаги в сутки, что составляет 21 600 тонн в год. Турубаев отметил, что приоритет отдается предприятиям, производящим экологическую чистую продукцию в связи с грядущим запретом на полиэтиленовые пакеты с 1 января 2027 года. В ходе совещания обсудили дефицит переработанного сырья и меры по увеличению производственных мощностей и экспортного потенциала. 2 ноября в Чуйской области состоялось торжественное открытие памятника кыргызскому герою Джаманкара Чоткара Улу, а также нового парка, посвященного его 200-летию. На мероприятии присутствовали представители власти и жители региона. Подробности далее. В селе Ленин Достукского Ильного аймака Ламадунского района Чуйской области состоялось открытие памятника кыргызскому герою Джаманкара Чоткара Улу. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Жумагазиев, герой Кыргызской республики Апас Джумагулов, а также местные жители и гости. Затем состоялось открытие нового парка, посвященного 200-летию Чоткара Улу Джаманкара. Парк будет служить не только местом отдыха, но и напоминанием о героизме и патриотизме кыргызского народа. Также была организована выставка работ мастеров рукоделия, на которой были представлены изделия, отражающие местные традиции и культурное наследие. В официальной части мероприятия Канат Жумагазиев отметил важность сохранения памяти о национальных героях, подчеркнув, что самопожертвование и мужество этих людей заложили основы кыргызской государственности. Сохранение историко-культурного наследия – это основа нашей идентичности как народа. Мы должны помнить своих героев, традиции и ценности, которые формируют нашу культуру. Это не только вопрос памяти, но и важный элемент воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к своим корням. Кроме того, хотелось бы отметить, что в этом году в Чуйской области начато строительство 42 школ, что значительно улучшит условия образования наших детей. Также открыто 19 предприятий, что способствует созданию рабочих мест и экономическому развитию региона. Мы планируем открыть еще 17 предприятий до конца года, что позволит улучшить экономическую ситуацию и увеличить количество рабочих мест. Апас Джумагулов добавил, что такие фигуры, как Джаманкара Батыр, символизируют единство и мужество. Он подчеркнул, чтить своих батыров – наш долг перед их подвигами, что помогает уважать и сохранять наше историческое наследие. Воспитание молодежи в духе уважения к истории и культуре – ключевой аспект формирования будущего страны. Мы должны активно передавать молодому поколению знания о наших героях, традициях и ценностях, которые составляют фундамент кыргызского народа. Важно, чтобы молодые люди осознали, что являются частью чего-то большего, что их действия могут иметь значительное влияние на общество. Завершило мероприятие выступление местных артистов, которое создало праздничную атмосферу. Сымбат Алмазова, Данияр Телебалдиев, УТРК, Чуй.
Народному поэту Кыргызской республики, известному сатирику Жолочу Рысбаеву воздвигли мавзолей. Он скончался в апреле этого года. На кладбище Ала-Арча память поэта почтили его близкие, современники и общественные деятели. Народный поэт, известный сатирик Жолочу Рысбаев был неповторимым талантом. Его сатирические произведения и меткие слова сохранились не только в его программах, но и радиопередачах и до сих пор живут в памяти народа. Программа «Кутманду болсун күнүңөр» вышла на новый уровень. Это была одна из самых сложных программ, так как работа требовала значительных усилий. Он делал все сам, писал тексты, разрабатывал сюжеты. У программы была огромная аудитория. Второй проект «Мыскыл жана тамаша» также пользовался большой популярностью. Все сценарии он тоже писал самостоятельно. Свой трудовой путь этот творческий человек начал в 1975 году, работая редактором в Комитете по телерадиовещанию Кыргызстана. Позже его передачи для радиослушателей, такие как «Кутманду болсун күнүңөр» и «Шибеге», стали особенно популярны. Он известен как один из первых организаторов и авторов телепередачи «Мыскыл жана тамаша». Затем работал главным редактором телерадиокомпании «Сары-Өзөн» и в 2012 году был корреспондентом Кыргызского радио. Его литературная деятельность также развивалась, и в 1988 году он стал членом Союза писателей. Его произведения, такие как «Чермок», «Кунгуро», «Ой шумдук» и многие другие широко известны обществу. В 2019 году он был удостоен звания заслуженного деятеля культуры и в 2021 году получил почетное звание народного поэта Кыргызстана. Этот человек был необычайно талантливым. Он прекрасно писал, и все его произведения запомнилось надолго. Он был очень ответственным. Жолочу Рысбаев был внимательным и заботливым отцом, любящим супругом. Он придавал большое значение воспитанию детей и семейной гармонии. Он был очень мягким отцом, всегда легко находил общий язык со всеми и никогда не наказывал детей. Сейчас у него остались 2 дочери, 1 сын, 7 внуков и 6 правнуков. У него было высокие человеческие качества. Его остроумие и шутливый стиль общения привлекали внимание всех. Он всегда стремился приносить свет добра в жизнь людей, независимо от того, были ли они близкими. Он был веселым человеком, всегда мог поднять настроение и был светлым, добрым человеком. Всегда легко находил общий язык с окружающими. В жанре сатиры давно не появлялись новые произведения. В настоящее время нет работ, подобно тем, что создавали ранее поэты и писатели, которые критиковали негативные явления или писали юмористические произведения. Сатира сейчас находится на грани исчезновения. Мы должны обратить на это внимание и начать развивать этот жанр. Сатира – это не просто смех, а средство воспитания общества. К сожалению, в настоящее время очень мало тех, кто пишет сатирические произведения. Талантливый поэт и сильный сатирик Жолочу Рысбаев, который полностью посвятил себя литературе и культуре, оставив после себя ценное наследие, навсегда останется в сердцах своего народа. Айслу Мурзакова, Клара Кудайбергенова, Самаган Тайрбеков, УТРК Чуй. Айылбанк и лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций провели акцию по озеленению в Бишкекском лесхозе. В рамках кампании «Джешил Мурас» высадили 1000 саженцев тополя. Это поможет восстановить леса и улучшить экологическую ситуацию в регионе. Акция привлекает внимание общества к экологии и вовлекает граждан в озеленение. Партнерство 2 организаций символизирует усилия по защите природы и поддержке устойчивого развития. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.